Ассалаумағалейкум баршаңызға. Міне бүгін таң атпай жылқыларға келгем. Жылқыларды жинап санат деген жылқылар кішкене алысқа кетіп қалды. Содан келіп кішкене жылқылардың жағдайын қарап, жылқылардың құлындарын күйлерін қарап, бір-екі құлын бар екен, үйге қалмайды. Нашарлау болып тұр. Соны бүгін емес енді. Ертең жұмыстамын, ар жерден қалмай шығармын. Құлындарды ұстап кішкене. Вот, уважаемые подписчики, сегодня приехал за лошадьми. Лошадей загнать, как говорится. Сегодня пораньше приехал. 8 утра, 8:20 сейчас. Температура воздуха минус 25. Но я говорил уже, если ветра нету, то это не страшно для нас. Сейчас чуть-чуть дальше угоню их, а то там трасса, они на трассу выходят. Они вот только просыпаются, тянутся. Всю ночь, видимо, здесь стояли. Ну, под GPS стояли, не двигались. Кто держит лошадей, советую приобрести GPS. Очень удобно. Время не теряете свое драгоценное. Вот этого же ребенка надо будет оставить, так как эта кобыла слишком рано отбивает его. Независимо, она всех отбивает. Каждый год. А сама в хорошем состоянии, тут, конечно. Она знает, что зимой надо отделять, так как у нее еще есть потомство в животе. И из-за этого сейчас посчитаю и чуть дальше прогоню. Потом по возможности еще, наверное, вечером приеду и посмотрим. Но сегодня хороший морозный такой день с утра. Прям мне нравится такая погода. Не считал, еще что-то разбились. Жеребца не вижу, жеребец, наверное, впереди. А, вон жеребец пошел. Снизу идет. Еще в яме. Ключик не посчитал эту кучу. Они побежали. Что-то сглупил, блин. Надо было посчитать сначала. Да, вот он здесь. Кто спрашивал, как он ведет себя в табуне. Ну, неплохо. Самое главное, кобылу не оставляет. Меня тревожит больше всего молодой косяк, который ходит без жеребца. Жеребца мы вынуждены держим дома, конечно. Он у нас рабочий конь. Посчитать бы лошадей. Вот, посчитал. Вроде все сейчас. Вот он, красавец. Родной. Зевс. Да, Зевс? Все, территорию метишь. Ну, Зевс не худой. Сейчас они самые что массу набирают. Вот так примерно начинается утро каждого
деревенского, наверное, человека. С утра надо будет бежать то за лошадьми, то коров гнать, то пасти. Короче, как день проходит, если честно, мы даже и не понимаем, наверное. Утром выходишь, в обед и вечером все. В обед на обед и вечером. Как-то так. Здесь он прошаренный, блин. Ты знаешь, что впереди машина никогда не бежит, он всегда сзади идет. Давайте, давайте. Вот так начинается наше утро. Тут же ребята, видимо, лежали, потому что снизу у них снег прям под низом. Ну, наедается. Это самое главное. Кобыл сильно не гоним. Стараюсь. Я бы не трогал сейчас. Там бы и оставил бы, наверное. Вообще не старайтесь, желательно стараться надо, где лошади лежат. Их не трогать, не передвигать, потому что они сами знают, где им лучше, где им спокойнее ходить. Ну сейчас просто я уеду в другой город, из-за этого чуть-чуть надо отогнать их, чтобы на трассу не выскочили в течение 3-4 часов. С таким расчетом. Ну, кобылы. Вот этот же ребенок слабенький. Сильно. Двоих надо будет оставить дома, пригнать, GPS на зарядку поставить, подзарядиться. Времени мало, ехать нужно, как говорится. И вообще ленивые бегать не хотят нифига. Расход бензина колоссальный на морозе. Прекрасный вид. Свежее морозное утро. Сегодня последний день мороза. Завтра обещают уже все равно потепление. Ну, скорее всего, бураны, наверное, пойдут. Я так думаю. Пару дней бураны. Потом опять морозы, наверное. Самое главное, чтобы как в прошлом году не было. Потепление в декабре. Это было нечто. Ладно, друзья. Всем пока. Дальше снимать времени. Извиняюсь, некогда. Надо вот сейчас по бездорожью немного поездить. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч, как говорится.